Сегодня сложно представить мир без информационных технологий. Сбор и анализ статистики, быстрая передача информации привели к качественным изменениям почти в каждой отрасли. Автоматизация на производстве, электронный документооборот, дистанционное образование – это яркие примеры повсеместного внедрения IT-технологий. А вместе с этим каждый день растет потребность в программистах и айтишниках. О роли информационных технологий в профессиональной деятельности и о будущем IT-индустрии в стенах Национальной библиотеки подробно рассказывает Руслан Костоев. А если ваш проект получится идеальным, то деньги к нему придут. В сферу IT-технологий молодой человек окунулся еще 15 лет назад. Он разработчик интерактивных приложений и компьютерных игр. Сегодня в окружении живых носителей информации погружает слушателей лекций в мир информатизации, рассказывает о главном преимуществе IT-индустрии. Она не привязывает людей к одному месту, и человек, находясь здесь, может одновременно работать с людьми в разных концах планеты. Наша молодежь и рада пойти в этом направлении. Очень много. Останавливает, как правило, наверное, я сейчас что-то такое сильное скажу, что у нас не принято, но постараюсь мягко сказать, останавливают наши родители-консерваторы. Они говоря по-ингушски, да-да, кстурлики, иди нормальную профессию освой и учись всю жизнь горбатиться на какого-нибудь дядю и ждать зарплату до следующей зарплаты. Когда ты мог сам быть дядей и создавать деньги, а не зарабатывать их. Создавать рабочие места не только для себя, но и для всего остального мира. Руслан Костоев рассказывает о перспективах этой отрасли, подчеркивает, что еще немного и IT-технологии вытеснят ряд рабочих профессий. Только потому, что вместо людей эти функции будут выполнять роботы и техника. А IT-специалист – профессия будущего. В мире уже практически нет отрасли, которая обходится без информационных технологий. Владение ими или умение обращаться с тем же компьютером – одно из главных условий при приеме на работу. Чуть ли не в каждом доме есть компьютер. Чуть ли не у каждого человека есть сложный смартфон, а это тот же компьютер. 15 лет назад мой компьютер, например, который я помню, был слабее, чем мой телефон, который у меня сейчас в кармане умещается. В плане доступности эти технологии нам сегодня доступны как никогда. В плане понимания знаний мы потенциально предрасположены к этому, наверное, не хуже, если не лучше остальных. Лекция-семинар проходит в рамках проекта «Школа IT-технологий». Его разработала Национальная библиотека Ингушетии. Главная цель – донести важность информационных технологий в современной жизни. Участники сегодняшней встречи – представители разных возрастных категорий. Здесь и студенты информационного направления, и те, кто только планирует связать свою жизнь с программированием и IT. А вот Амир Богатырев об этом уже знает немало. Он преподает дисциплину документационное обеспечение управления в колледже. Тем не менее, массу пользы и новой информации из сегодняшней встречи извлек. ДО подразумевает под собой работу с документами. И, безусловно, это опять же переход не на традиционную форму, это переходит именно на информатизацию. То есть все документы, оформление, да, через компьютер, там, ОСТ, все такое, но в основном то, что идет в дальнейшем в архив. Поэтому сегодня, еще раз повторюсь, все, что было сегодня озвучено, для себя я узнал на самом деле очень много. И на самом деле мысли лектора, они были очень глубокими, поэтому, опять же, я очень надеюсь, что весь цикл будет продолжать именно он, и если это будет проходить, ну, как сегодня в Национальной библиотеке, то, безусловно, те студенты, которые сегодня были, и, скорее всего, еще и новые, мы будем посещать весь курс лекций. В Национальной библиотеке в рамках проекта «Школа IT-технологий» планируют провести еще не один такой семинар. Посетить их могут все желающие бесплатно. Мы планируем проведение различных мастер-классов, презентаций и, конечно же, цель наша – это максимальная обратная связь с лектором, чтобы студенты могли получить максимум пользы. Сегодня Ингушетия только начинает свое развитие в сфере IT. Лектор убежден в наличии потенциала у ингушской молодежи, но мешают и другие факторы, а именно недооценивание серьезности информационных технологий. Участники, в свою очередь, не упускают возможность задать интересующие вопросы. Один из самых актуальных – что лучше – традиционное образование или обучение с использованием IT-технологий? IT-образование не отменяет традиционное образование. Это надо понимать правильно. IT-образование – это помощь в традиционном образовании. Нет такой идеальной кнопки, которая все знания вам засунет в голову. Вы должны работать над собой. Это главное правило. Но как работать?
по старинке, закопавшись в библиотеке среди книг, или же собрав все эти книги на одном устройстве. В рамках проекта Национальной библиотеки Руслан Кастуев планирует провести еще 2 образовательных семинара. Их посвятят уже более узкому направлению. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.